Представители партии «Единая Россия» и Минпросвещения сейчас обсуждают на заседании Федерального штаба с регионами выполнение президентских программ капитального ремонта и строительства новых школ и детских садов. О каких цифрах мы можем говорить в масштабах страны? Статистику нам представит наш корреспондент Хава Гагиева. Она мониторит ситуацию. Хава, тебе слово. Да, Хава, здравствуй. Есть информация об уже проведенной работе. Так, за 2 года реализации президентских программ по всей стране капитально отремонтировали более 4000 объектов. 2422 школы привели в порядок в прошлом году. Из них 1520 за счет федеральных средств, остальное уже за счет средств региональных бюджетов. Уже в этом году планируют отремонтировать 1047 школ, половина из которых по графику должны завершить свои работы в 2025 году. Кроме того, Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки оснастить школы высокоскоростным доступом в интернет, а при капремонте предусмотреть создание воспитательных и спортивных пространств, обновить школьные медкабинеты и обратить внимание на формирование современной образовательной среды и на вопросы безопасности. Хава, если брать ситуацию конкретно по нашему региону, сколько отремонтировано учебных заведений, сколько еще предстоит и укладывается ли в графике, кто ведет контроль за проводимыми работами? Да, Хава, если говорить по нашему региону, то смотрите, какая ситуация. За 2 года удалось модернизировать 31 школьное здание, в текущем году предстоит еще 6. Ингушетия уже получила на эти цели более 600 миллионов рублей. Важно также отметить, что в рамках госпрограммы капремонта в учебных заведениях не только обновляют помещения, но и закупают оборудование, а также создают современную среду, которая мотивирует всех школьников, то есть им удобно учиться, комфортно и интересно. Вопрос этот стоит на личном контроле главы Ингушетии. За ходом работы регулярно следит технадзор. В Ингушетии будет отремонтировано 20 детских садов за счет федеральных средств. Также хотелось бы добавить, что программа капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Большая часть обновленных учебных заведений приходится на сельские территории. Все этапы работы от проекта до приемки контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. В общей сложности за 2 года реализации программы капитального ремонта отремонтировано 4000 школьных зданий. В общем, как мы видим, работы много, мы будем продолжать освещать весь процесс. На этом у меня все. Хава.